Но если говорить, знаешь, о технических аспектах, да, то есть можно ли использовать какие-то практики для того, чтобы вот что-то интересное там, что-то, Решение найти. да, какие-то интересные решения по каким-то вопросам или там технические, как-то скажем так, что-то необычное и новое найти, да, ну, то это тоже не секрет. Были специально группы, которые работали в этом направлении, добивались хороших результатов. Ну, общество Аврил, например, да. То есть, если мы берем Ананерб, они на самом деле достигли хороших результатов. И в принципе то, что они доставали, это вообще сейчас, знаете, звучит как мистика какая-то там или как фантастика, 100%. да, что две женщины, три помощницы, да, ну среди них один медиум, второй помогает, и вот они связываются с какими-то инопланетянами, с какой-то некой расой, Бог знает где в космосе, те передают им Чертежи строение, да, какие-то, строение да. летательного аппарата, и в конечном счете инженеры собирают, и оно летает. Это факт, который, ну, он неоспорим. Игорь Михайлович, ну вот эта информация, вот вы только что сказали про ВРИЛ, про силу ВРИЛ, но она действительно настолько мистифицирована и настолько много и загадок, и научно-популярной какой-то фантастической литературы. А вот эта сила ВРИЛ, она реально существует или это все таки миф? Сила ВРИЛ, Мгм. если мы берем термин ВРИЛ, Мгм. то это придуманный термин. Мгм. Ну, был один писатель-фантаст, который вот выдумал, придумал и назвал так. Ну, немножко знаком был с Востоком, с Тибетом, ну и много другое. И надо было как-то обозвать вот эту некую силу, которая реально существует. Ну вот он придумал название такое ВРИЛ. Почему? Потому что не знал истинного названия. Ну и вот оно с тех пор пошло, и вот мистики зацепились, и знаете, вот, ну, я понимаю, скептики скажут, знаешь, полно людей, которые увлекаются непонятно чем, тратят время, жизнь куда попало. А вот скажите мне, друзья, это для скептиков как раз сейчас. А разве Гитлер был дурачок? Далеко нет. А окружение его, разве они были настолько сумасшедшие, что верили во всякую мистику, глупости? Мгм. Нет. Еще вопрос. Они готовились к войне целенаправленно и тратили огромнейшие деньги на этот проект. Проект, ну, как раз по изучению этой силы ВРИЛ, по ее возможности. Скажите, это разумно было с их стороны? Они тратили в никуда? Нет. Почему? Потому что они имели факты на руках, что эта сила есть и она работает. Они изучали, как ее использовать, и опять-таки, я же говорю, вот в научном прогрессе они использовали. А если мы копнем глубже, то, ну давай возьмем ядерное оружие, например, Мгм. да, Мгм. то вот, если бы не изыскания как раз Ананербе и научных сотрудников, которые сотрудничали с этой организацией, то у нас бы не было ядерного оружия. Это чтобы скептики знали.